12 побед при 3 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 39 years old, standing 185 centimeters tall, weighing in at 92.55 kilos. His professional record 12 victories and 3 defeats. Дамы и господа, из Ростова-на-Дону, Россия, ведомый чемпионом России в тяжелом весе Евгением Гончаровым Виталий Бикташ. Его соперник в красном углу. His opponent fighting under the red corner. Бойцу 32 года, рост 187 сантиметров, вес 93,3 килограмма. Профессиональный рекорд 21 победа, 7 поражений, ladies and gentlemen. He's 32 years old, standing 187 centimeters tall, weighing in at 93.3 kilos. His professional record 21 victories and 7 defeats. Representing Fortaleza, Ceará, Brazil, here is Leonardo Cabeção Silva. Рефери поединка Дмитрий Валуевич. Полутяжелая весовая категория. Леонардо Силва против Виталия Бигдаша. Дебют Виталия в клетке ACA. Волнительный момент, но, безусловно, опыт у Виталия более чем серьезный. При этом количество боев суммарно больше у бразильского бойца. И он-то как раз в ACA выступает давным-давно. Очень разумно нужно провести это противостояние Бигдашу, потому что рубиться — это, конечно, самая, наверное, неправильная тактика в данном случае с Кабесао, а аккуратно работать и переиграть, перебить. Почему нет? А действительно, растет бойцовский IQ у Силвы от боя к бою, это видно. Готов он где-то переждать, перетерпеть. Многие пытались именно переехать Силву, не получалось. Многие пытались залеживать его, тоже не получалось. Я не беру в расчет, конечно же, калибр Муслима Магомедова, которого мы сегодня еще увидим. Справа не достал, не может пока подобрать дистанцию Виталий. Обстукивает. Голова-корпус, в данном случае Силва. Потихонечку с опорой на ближнюю ногу подходит и попытался корпус проверить. Сперва с ноги, потом с руки. По-прежнему давление от Леонардо. Провалить на себя пока не получается. Евгений Гончаров постоянно советует Виталию в первую очередь перемещаться, больше двигаться. Застаиваться ни в коем случае нельзя. И фронт-кик здесь не заходит. Евгений постоянно подсказывает: левый сбоку, правый в голову. И здесь не достает. Что там было? Тычок глаз. Все в порядке. Встреча продолжается. Показал Бигдаш. Выцеливает откровенно Силва атаку справа. Мало пространства за спиной у Виталия. Да, безусловно, бой с Леонардо — это определенный аванс Виталию. Сразу получил 4-го номера в рейтинге полутяжей, но, с другой стороны, и сам Виталий чемпион One Championship, ни много ни мало. Да, действительно. Нет, очень высокие результаты и были, и опыт, опять же, он позволяет здесь проявить себя в наилучшем свете, скажем так. Но просто это все может разбиться об один-единственный удар. Здесь фокус на поединке, самоконтроль должен помочь. Хороший был эпизод. Да, на городке старался пробить боковым, затем бэквист выбросил Виталий. Покрупнее Силва. Здесь по защите. И упреждает, да, здорово. Передняя рука в деле была у Силвы. Причем правый прямой через нырок. Такой хороший боксерский элемент получился. Здорово поддавливает Силва, по корпусу пробел. И видно, что Силва, в принципе, готов предложить еще большую агрессию. Опять корпус и боковой удар зашел. Тяжело здесь приходится Виталию, целую серию он пропустил. Но здесь все-таки Бигдаш может показывать, что ничего не случилось, но попали по нему крепко. Да, не будем забывать, что Бикао нокаутер.
Ну-ка, вот здесь может быть что-то интересное получится. Нет, борьбы не будет. 1,5 минуты еще есть. Еще раз то же самое. Еще раз пройди. И сохраняется перманентное давление от Леонардо Силвы. Включился причем Каписао. Очень хорошо работает здесь, ставит щит. Опять поддавливает. Покажи левой. И есть рассечение у Бигдаша. Левой, работай. Передней рукой. Виталик, нету передней. Вот так, не стой. Не стой. С левой. Опять на смещении. Не получился этот бэкфист. Это удар с разворота. Не совсем понятно, чем там бил. И здесь хорошо. Апперкот боковой. Еще один удар. Да, Силва работает в своем темпе. Получает, прямо скажем, удовольствие от этого поединка. Набирает балл за баллом. Виталию необходимо активизироваться. Необходимо вкладываться. Виталий, посмотрите, 22/10. А по ударам к этой секунде. Левый боковой, проход вот здесь. И проход. Да, просят все-таки побороться еще от Виталия в углу. Теперь уже задвигался Силва. Интересно. Что-то готовит, судя по всему. Готов, видимо, отработать навстречу. И хай-кик попробовал Виталий. В последнее мгновение есть там рассечение небольшое у Бигдаша. Ну что ж, перерыв. Немного отдохнем. Não, escuta, respira, só respira. Unânime. Так, смотрим повторы. Довольно много атак было от Леонардо Силвы. Несколько раз он был на грани того, чтобы потрясти Виталия, но Бигдаш совсем этим справился. Сейчас необходимо наверстывать упущенное. Откровенно говоря, было тревожно, когда заставился в глухой защите Виталий и там набрасывал справа-слева Силва. Это никогда ничем хорошим не заканчивалось, учитывая опыт предыдущих противостояний. И также напоминаю вам, уважаемые зрители, что не забывайте подписываться на социальные сети телеканала «Матч Боец». Есть и группа ВКонтакте, и телеграм-канал. Выбирайте средства общения, как вам удобно. Оставляйте свои комментарии, реакции и так далее. Все это приветствуется. Ну а мы продолжаем смотреть бой Виталия и Леонардо. Ну, стал активничать Бигдаш. Чего уж там. Левый-левый, потом правый. Или левый-правый. Сразу же. Вот так, молодец. Молодец. Хорошо провалил Виталий. Здесь не дал Не стой, работай. возможности Стоять, говорю преуспеть. тебе, делай что-то постоянно. Вот так. И еще один бэкфист. Прям чувствуется расчет у Виталия именно на этот удар в этом поединке. А будет ли предлагать такой более высокий темп Бигдаш сопернику левый хай-кик? Сам не стой. Здорово. Очень, ой-ой-ой, какой опасный апперкот. Очень-очень тяжело бьет Силва. Да, Силва опять же умеет ждать. И он это показывал в своих последних боях в первую очередь. Левый боковой переведи. Работа под давлением для него является нормальной и обычной. Двигаться, Виталик, двигаться. Вот так. Где-то оттягивается, ноги оставляй. Вновь выцеливает Силва. Лоу-кик не получается. Здесь у Виталия Показал борьбу. и не пошел. Да, и не смог. Ой-ой-ой, еще один через руки пробивает Силва. Почувствовал сейчас, мне кажется, Виталий. Но при этом держится здорово. Чего уж там говорить. Все в порядке. Терпеть он умеет. Не так много работает по корпусу при этом Силва. Хорошо по икре от Виталия. И заход в борьбу немного прямолинейно не получится здесь. Ну да, физическая сила здесь на стороне Силвы. Хорошо в корпус, туда, в область печени, ближе, по крайней мере. Есть попадание, здорово! Потряс Виталий соперника и на секунду потерялся Силва. И вот так, по-тавгайски, по-хоккейному подхватывая шею. Боковой не получается, апперкот тоже не заходит у Силвы.
Но нужна та самая средняя дистанция Виталию Бигдашу. И локоть от Леонардо. Ничего себе, кажется, зашел этот удар. Да, пытается проморгаться сейчас и прийти немножко в себя Виталий Бигдаш. Там Есть, сечка. да, сечка очень неприятная. Как будто бы новая открылась, причем не та вот, которая была, потому что в глаз заливается, это доставляет кучу неудобств. Помогает себе головой Силва. Удерживает Виталия и не переводит, просто набрасывает удары. 2 минуты с небольшим до конца второго раунда. Ну и здесь просто набирает баллы спокойно Леонардо Силва. Да, удары не очень значительные, но так или иначе они учитываются. Собрался с силами Бигдаш. Да-да-да, выйти из этого положения, уж плотно так его прижал здесь Силва. Набрасывает справа еще удары. В этом весе все чувствуется. Очень хорошо. Коленом работает чуть выше чашечки. Такие просто удары пыром. Где-то из моего детского футбола, наверное. Время уходит, и, кажется, это время работает не на Виталия. Да, есть такое соображение. Но Силва хорош. Силва сегодня работает действительно по-хозяйски. Он демонстрирует Виталию, что такое ACA, какой здесь уровень. Но Виталий попал один раз, и он сумел потрясти, пусть и не очень сильно, Леонардо. А вот в третьем отрезке, когда уже сил будет не так много, может все и перевернуть Бигдаш. Хорошо. Все ближе и ближе к успеху здесь Виталий. Качнул вот этим правым прямым еще раз. Я думаю, вытягивает на себя Силва как раз-таки поработать в контратаку. Да, правым апперкотом. И здесь через руку здорово бьет Бигдаш. Начал больше пропускать бразилец. Ну и очень опасно. Тоже он атакует. Но просто этих атак не так много. И еще один боковой. Многообещающе было, увы, не срослось. И очень хочется посмотреть третий раунд. Тяжело, очень бьет. Ух, едва-едва мы до него добрались в целом. И очень важный эпизод сейчас. Сажают Виталия Бигдаша на табурет и приглашают доктора, который будет обследовать глаз. Потому что Валуевич понял, что нужно позвать. И мы сейчас будем смотреть внимательно за тем, что скажет судья. Да, можно продолжать, все окей. Да, вот спасибо большое. Здесь как раз видно, есть проблемы с веком. Брат, по очкам проигрываешь. Крапил ушел вниз, понял? Нужен хороший раунд, брат. Соберись, брат. Тебя дома Кирилл ждет. Брат, давай, ради сына. Да, здесь Гончаров правильную накачку дает эмоциональную, трезво оценивает на самом деле то, что происходит, говорит, что есть преимущество у оппонента, проигрываешь по очкам, нужно бить, нужно забирать свое в рамках этого отрезка. Ну и протирает сейчас Валуевич Силву, потому что нельзя иметь преимущество. Смотрим. Необходимо работать первым номером. И идет вперед Виталий. Атака справа. Очень хотел встретить в обмен на этот лоу-кик. Я думаю, в этом будет заключаться задача опередить. Работать на буквально долю секунды быстрее. Все-таки опять начинает давить бразилец. Такая борьба за инициативу сейчас идет. Атака от Силвы. С переводом акцента с первого этажа сразу на третий.
Хорошая попытка, не дотянулся Виталий. Джеб пропустил. И опять тяжелую двойку. И апперкот. Ой-ой-ой-ой, Да-да-да, все. упал там Виталий, и все. Встреча остановлена. Это досрочная победа Леонардо Силвы. Уже не первый раз он это проворачивает. Пережидает, и вроде бы есть сложные моменты. Не все получается. Но апперкот, тот самый апперкот, по большому счету поставил точку в этом противостоянии. Леонардо Силва 22-ю победу одерживает за карьеру. Смотрим еще раз. Вот, удар справа. И повело здесь Виталия. Но дальше уже все было делом техники. Четвертое поражение для Виталия Бигдаша. Да, Леонардо Силва это топ ACA, это 4-й номер рейтинга. Не случайно. Сегодня будет бой Григора Матевосяна и Муслима Магомедова. Будет финал Гран-при. Надеемся, скоро, пока не объявили. Адан Ибрагимов против Фаридуна Адилова. Есть Силва, который всегда здесь. И есть Виталий Бигдаш, который сегодня проиграл. Но, как говорят сами бойцы, надеемся, вернется сильнее. Дамы и господа, время остановки боя 53 секунды третьего раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 53 seconds of round number 3. Техническим нокаутом добивание. Победу одержал, and your winner by technical knockout to the punches, Leonardo Cabezão Silva.